После осмотра мемориального комплекса Адай-Ата мы продолжили свой путь к горе Шеркала. По дороге мы сделали еще одну незапланированную остановку. Она не заняла много времени. Этот холм имел странное название и не менее странное происхождение – доисторический грязевой гейзер, ровесник динозавров. Все это было весьма занимательно, но нас ждала священная гора Шеркала. Перед поездкой мы проштудировали достаточное количество информации, прочитали много историй и легенд, связанных с Шеркалой, и, как обычно в наших поездках, вопросов было гораздо больше, чем ответов. Наконец, грунтовая дорога превращается в асфальт, и наша машина спускается в долину, где возвышаются Чинки, Акмыш-Тау. И снова остановка, потому что невозможно просто проехать мимо. Долина замков. Название вполне оправдано, поскольку впечатление такое, что Чинки подпираются огромными колоннами, что и дает сходство с замками. Крайние Чинки были похожи на гигантские корабли, а дождь, преследовавший нас на протяжении последних часов, лишь усиливал сюрреалистичность окружающей действительности. А впереди была Шеркала. Наконец мы добрались до священной горы и встали у ее подножья. Ну что, друзья мои дорогие, вы довольны тем блюдом, которое мы вам сегодня подали на первое? Это средневековые замки. А вот это продолжение, та самая знаменитая гора Шеркала. Или в переводе львиная голова. Да. Ну кто-то говорит, что это львиная голова, кто-то говорит, что это лев лежащий. Трудно передать свои ощущения. От Шеркалы исходит скрытая мощь, величие, уважительное безмолвие и незримое присутствие какой-то силы. Возможно, это духи предков, возможно, это духи, охраняющие гору, но как бы то ни было, внутренне извинившись перед ними, мы направились изучать священную гору. Когда-то здесь проходил шелковый путь, вон там. И там до сих пор сохранилось средневековое городище Кызылкала. Здесь тоже было городище, можно наблюдать Крепостные стены. да, крепостные стены, Вал. вот эти вот валы, крепостные валы. И как даже утверждают, вот здесь вот были ворота. Даже можно найти красные каменные красные камни, это кирпич. Но, по-моему, это не кирпич, а вот то кирпич точно. Покажу. Вот это, да, кирпич крепостной И стены. здесь его достаточно много. Да, все, что осталось. Но не зря вот здесь вот крепостные стены, там мы видели, да, средневековые замки. Там были замки? Да, но эти замки всегда служили защитой, как и для племен, которые населяли эту территорию, так и для врагов. Которые прятались от племен, которые населяли эту территорию. Да. Говорят, что с горы открывается изумительный вид, в это легко поверить, хотя, конечно, хотелось бы убедиться воочию. Но, как утверждают очевидцы, забраться наверх без специального снаряжения невозможно, а пещеры с лазами, ведущими наверх, завалены. Известно, что во времена набегов неприятеля гора выполняла функции естественной крепости, где воины, взобравшись наверх, продолжительное время держали осаду. Согласно одной из легенд, это были туркмены, которые 4 месяца оборонялись от войск Хорезм-Шаха. Последний оплот туркмен был действительно здесь, они здесь оборонялись, некий вариант такой Брестской крепости. Вот. И, значит, их обложили со всех сторон, это была осада, и думали, что через некоторое время, то есть, как бы страдая жаждой, нехваткой еды, они сами сдадутся. Но они почему-то держались довольно долгое время. А потом выяснилось почему, то есть, как бы они, оказывается, сверху пробурили, да, такой, значит, типа шахты небольшой, добрались до первых пластов воды и, собственно, тянули эту воду ведрами. Вот. Вот следы от веревок. вон она. Да, Ага. порода-то мягкая. Опа. А осада длилась долго. И вот прорезались. Точно. В таких условиях очень сложно, мне кажется, было приступом их взять. Конечно. Но в конце концов, все когда-нибудь заканчивается. И здесь тоже некий батыр, который заметил, что туркмены пользуются веревками, соответственно, они там достают воду и прочее. Он стал обрезать арканы с ведрами. И таким образом, наверное, то ли приблизил победу, вот, то ли заставил, так сказать, сдаться. Ну, туркмены сдались. Да.
Самое главное, что я забыл сказать внизу. Вот это были владения старшего сына Чингисхана Джучи. А, Джучи? Да. И неизвестно, возможно, там где-то, может быть, что? Сокровище? Может быть. Да, потому что у них у всех было и куда-то затарить. Ну, я думаю, что... Ну, попробуем, давай попробуем, хотя бы что-то. Может быть, если Нурлан с камерой не залезет, я с фотоаппаратом постараюсь сюда забраться. Нашего оператора Нурлана долго убеждать не пришлось. Пара фраз о том, что сверху должна быть изумительная картинка, и Нурлан готов на любой подвиг. Поверьте, это было сложно, но вид, который открылся сверху, безусловно, того стоил. Что касается моего друга Вадима, то подобная красота всегда сподвигает его на музыкальное откровение. Кстати, Вадим, ярый приверженец австралийского народного духового инструмента диджериду, таки нашел сходство между, казалось бы, несравнимыми природными явлениями – священной горой Шеркала и не менее священной только для австралийских аборигенов горой Улуру. После попытки подняться по ступеням, мы решили исследовать пещеры. Места достаточно мрачноватые, надо признать. А глядя на мокрые и оттого мягкие стены пещеры, в голову приходили мысли об обвалах и погребениях заживо. Пещеры действительно были завалены. Было это сделано искусственно, или это был природный обвал мягких пород, остается неизвестно. Во время посещения святынь мы традиционно трижды обходили что-либо знаковое. Где-то это был шест, где-то это было захоронение. Шеркала в этом смысле не исключение. То есть, если ее обойти вокруг, то сбудется ваше сокровенное желание. Мысленно поблагодарив, что обходить приходится не 3 раза, ведь на один обход уйдет не менее часа, мы тронулись в путь. Но на этом посещение священной горы Шеркала не закончилось. Далее нас ждут некрополь и драконьи яйца, оазис и раскопки Кызылкала. Наше путешествие по Мангистау продолжается. Посмотри, вот эти все пейзажи я давно хотел сказать, да? Все, что мы видели вот сейчас до этого, вот эти вот средневековые замки, то, что мы видели в Бекет-Ата, это все больше похоже на такие просторные иллюстрации для журналов, для учебников по истории края, по географии. Или по такой толстенный научный журнал по изучению осадочных пород, потому что буквально все слои видно по векам. И там история древняя, Да. А вот эта история Новейшая. Да, новейшая, к сожалению, к сожалению. Пожалуйста, здесь был какой-то гимн. Андрюша Гульжанов. Ну что ж, Так вот. Гульжанов просто молодец, что он здесь Я побывал. обращаюсь к этому Андрюше и к этой Гульжан. Ай-яй-яй, ребята. Ай-яй-яй.